Қазақстан Республикасы тәуелсіздік мемлекетінің алғашқы қадамдарының бірі өз туын, елтаңбасы мен әнұранның таңдауы болды. Қазақстанның мемлекеттік рәміздері бұл тек көркем образдар ғана емес, мемлекеттік тәуелсіздікті, демократия мен патриотизмді жүзеге асыру идеясының әлеуметтік және саяси өмірін бейнелейді. Қазақстанның туы, елтаңбасы мен әнұраны бүгінгіде әлемге танымал. Олар халқымызды біріктіріп, өз отаны үшін мақтаныш сезіміне бөлейді. Жарқын болашаққа деген сенім мен үміт сезімдерін ұялатады. Сегодня Республика Казахстан – свободное независимое государство. Но таким оно стало не сразу. Наша страна прошла нелегкий путь. На протяжении веков Казахстан стремился к своей независимости. Им нередко приходилось защищать свою землю от врагов. Но благодаря стремлению жить в мире и согласии с другими народами, Казахстан смог восстановить свою государственность. 16 декабря 1991 года вышел закон о государственной независимости Республики Казахстан. И как в каждом независимом государстве, в нашей стране были приняты свои государственные символы – флаг, герб, гимн. Это произошло в далеком 1992 году, 4 июня. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал законы о государственном флаге, о государственном гербе и о музыкальной редакции государственного гимна, текст которого был заменен новым в 2006 году. Флаг, герб, гимн – это официальные атрибуты, которые способствуют укреплению государственности. Каждый гражданин страны обязан знать и уважать государственные символы, и взрослый, и ребенок. Гордимся символом страны, мы гербом нашим величавым, на нем небес голубизны и золотых лучей начала, коней мифических полет, крылатая мечта народа, чтобы росли из года в год могущество страны свобода. Звезда, как символ высоты, страны моей просторов ясных, такой нигде нет красоты, степей, рек, озер прекрасных. И герб венчает шанрак великой дружбою народов. Умеем в мире жить мы так, что сила крепнет год от года.